Мы находимся за кулисами спектакля «Золушка». Главную партию в нем исполняет ведущая солистка театра «Астана Балет», заслуженный деятель Казахстана Татьяна Тен. Давайте из первых уст узнаем, как проходит подготовка и чем же так замечателен этот спектакль. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, как сейчас активная, наверное, фаза такая подготовки? Вы традиционно артисты с утра до вечера готовятся. Так ли это? Это так. На подготовку балета «Золушки» у нас было отведено 1,5 недели. До этого у нас был недельный перерыв, отдых. И за 1,5 недели мы опять вошли в форму. У нас были репетиции, так как балет последний раз был в феврале прошлого года, то мы вспоминали порядок, вспоминали нюансы, входили в роль. Вот, что это самое Это, наверное, необходимое, такой важный момент. Да, безусловно, потому что «Золушка» — это как бы и девушка, и девочка. И тут можно уловить, я думаю, тонкую грань перехода от девочки к девушке. Но если честно, то по постановке можно сказать, что это детский спектакль, но не совсем детский по отношению, наверное, каких-то чувств, потому что, например, в первом и втором акте Золушка постоянно, над ней постоянно тяготеет мачеха, сестры над ней издеваются, ее постоянно валяют по полу, можно так сказать. В общем, грубо с ней обращается, но тем не менее Золушка старается сохранить какие-то светлые чувства даже к мачехе и к сестре, добрые чувства к отцу своему. И я думаю, что это сказка не только для детей, но также и для взрослых, потому что я думаю, что всем нам необходимо верить в чудо, надеяться на лучшее, потому что все равно, в конце концов, в мире добра всегда больше, чем зла. Я думаю, Золушка пример тому приходит. Татьяна, у вас очень много поклонников среди наших подписчиков, и это удивительно, насколько вы перевоплощаетесь в каждом новом образе, да, и вот, например, также и в «Золушке». Как это происходит? Потому что вы как-то проникаетесь. Если честно, то как артист, можно сказать, уже с опытом, я не стараюсь играть девочку или девушку. Скорее всего, я стараюсь, как-то больше, наверное, прочувствовать внутри, потому что какой бы ты ни был взрослый, тебе все равно будет трудно сыграть, какую-то детскую партию. Но если ты будешь, больше проникнешься в ней, то это будет гораздо естественнее, потому что мы не будем ее играть, мы будем больше ее чувствовать. Вот. Также и первую любовь с принцем тоже, это, скажем... Такое проживание, да? Безусловно, проживание первой встречи, первого поцелуя, какая-то даже грусть после бала. Я бы даже сказала, не грусть, а, скорее всего, даже какое-то взрослое страдание первое, где она переживает все это, и разлуку, и то, что, скажем так, неравенство, потому что Золушка она же приходит на бал совершенно в другом одеянии, а в конце спектакля принц ее находит, в принципе, в таком бедном платье, вся в золе. В общем, очень много таких смыслов, да, интересных и, на первый взгляд, наверное, невидимых. Я бы хотела сказать, что Золушка, переживает многие моменты, и для нее она быстро переключается. Вроде как ее буквально она поругалась с мачехой и сестрами, но приходит отец, и все, она все забывает про все и отдает свои нежные чувства папе. На балу также она совершенно, как сказать, она чиста. Для нее это все впервые, и она воспринимает все искренне. И я думаю, что это тоже очень важно. Здорово. Так как мы сейчас находимся за кулисами, поделитесь немного вашим личным впечатлением о балете. Его очень любят в репертуаре театра. Про костюмы, да, наверное, очень красивые декорации, сценография. Как думаете, в чем такое отличие этого спектакля? Начнем с того, что в первом акте Золушка практически вообще не уходит, она постоянно находится на сцене. И этот магический момент перевоплощения, когда она надевает бальное платье, ей помогают в этом птицы, бабочки,
все это происходит на сцене. Просто это настолько все завуалировано за часами, где идет быстрое, буквально, я бы сказала, секундное переодевание, где ты вот так появляешься перед зрителем, и все, этот момент магически состоялся. Это очень интересно. Очень красиво. Во втором акте, когда уже в платье, уже в таких необычных туфлях, что, кстати, смотрится, конечно, это все прекрасно и как бы сказочно, но туфли на самом деле вот с этими камнями Сваровски, они тоже дают определенный вес. Они тяжелые. Они тяжелые, да, и как бы и делать все такие технические вещи, такие как вращения, прыжки, плюс невероятно большие поддержки с принцем, как бы это все дает определенный отпечаток. То есть технически это, ну, выполнять тяжело, я бы сказала, и для этого мы стараемся, работаем и прогоняем, и стараемся сохранить качество. Ну, конечно, да, для наших зрителей все выглядит воздушно, легко, сказочно и красиво. Плюс мы еще, когда Золушка убегает с бала, ее подвешивают. Там тоже есть свои нюансы. Мы скажем так, это кухня. Да. Но с другой стороны, чтобы сделать это сказочно, мы проверяем все, и страховку, и как нас подвешивают, и как правильно, чтобы определенная точка куда-то прибежал, где как бы все это требует определенного расчета. Вот. И чтобы смотрелось все это легко, мы стараемся вот очень много задействовано и да, людей, безусловно. и труда, да? А есть вот в такие моменты какая-то нервозность? Конечно. Во-первых, это сцена. Никто ни от чего, естественно, не застрахован. Всегда пытаешься что-то сделать лучше, как бы не показать какие-то... Если что-то там случилось, всегда стараешься это обыграть, чтобы смотрелось, чтобы сказка смотрелась легко. Потому что зритель не должен видеть, ну, как бы сидеть в напряжении или там переживать как бы так сильно. Все равно мы стараемся сохранить сказку, и чтобы зрителям понравилось, и чтобы смотрелось легко, и чтобы детям, которые пришли, воспринимали это тоже как какую-то сказочную сказку. Да, настоящее волшебство. Волшебство, да. Сейчас мы находимся в гримерной. Как правило, именно здесь проходят последние такие минуты или же часы перед тем, как выйти на сцену. Как вы здесь настраиваетесь? Кто-то, я знаю, слушает музыку, да? Вот как это у вас происходит? На самом деле, как бы грим, в принципе, занимает около часа. Нам делают макияж, делают прическу. И я бы сказала, что в гримерной у нас всегда много народу и всегда весело. Можно сказать, что многие разряжают обстановку. Ты, ну, как бы, ты не уходишь в себя, сильно не концентрируешься. То есть, в принципе, это дает какую-то определенную моральную свободу, я бы сказала. То есть, наоборот, так проще. Да, ты отвлекаешься. Порой это даже необходимо. А подготовка к роли и обдумывание мелких деталей, я бы сказала, что это уже за кулисами перед тем, как выходить уже непосредственно на сцену. То есть мы проверяем за кулисами какие-то технические движения, там что-то с партнером, там или с другими персонажами. Ну и сам уже морально подготавливаешься и стараешься спокойно выходить. Кстати говоря, в этом балете вы находитесь в таком тандеме, да, с партнером. У вас тоже предварительно есть какая-то сонастройка друг с другом? Помимо репетиции мы еще предварительно договариваемся. Ну, если что-то вдруг пойдет не так, мы всегда как бы начеку, мы всегда готовы к разговору, как бы мы, безусловно, поддерживаем диалог. Кстати, у меня партнер будет в «Золушке» Сундет Султанов. Танцевать мы будем в первый раз вместе, так что надеюсь, что все пройдет хорошо. Мы уже не первый раз с ним танцевали, выходили во многих балетах, но в «Золушке» вот в первый раз. Ну, мы уверены, что все пройдет замечательно, красиво, как это обычно у вас всегда и бывает. Будем стараться. А скажите еще такой момент. Ну, конечно, вы, не знаю, сотню раз уже выходили на сцену. Есть ли каждый раз некий трепет, волнение? Ну, я бы сказала, что с опытом волнения и трепета всегда только больше становится, да, потому что то, как, например, как ты исполнил роль год назад или 2 года назад, если ты исполнил ее с успехом, то ты просто не имеешь права исполнить ее хуже, то это уже твоя планка профессиональная, твое исполнение, и надо стараться держать ее и стремиться к лучшему, то, конечно,
Это вызывает и волнение, и трепет, и ты всегда за все как бы переживаешь, и за себя, и за партнера, и за музыку, и как сыграет дирижер. Но потом, когда ты выходишь уже на сцену, это волнение, скорее всего, переходит какие-то чувства, где ты проживаешь свою роль, действительно проживаешь. И на этом, я думаю, ты уже отвлекаешься и стараешься вот как бы проживать свою сказку, проживать свою роль со своими партнерами. Мгм. Ну что ж, Татьяна, спасибо большое, что так интересно рассказали о подготовке, о том, что вы испытываете перед тем, как выступить. Желаем вам замечательного выступления, как и всегда. Большое вам спасибо, дорогие зрители. Мы вас ждем с нетерпением на спектакле «Золушка». Мы очень надеемся, что вам понравится наша сказка. И также мы очень надеемся, что эта сказка также пробудит какие-то волшебные чувства, какое-то волшебство, которое нам всем необходимо.